Но надо еще и не забывать, что мы с Бесланом эти вопросы часто обсуждали, что после нашей высылки культура и народ, который тысячелетиями населял, а если взять известных специалистов, которые утверждают, что как минимум 6-7 тысяч лет мы здесь проживаем, это то, что они знают доказательно. Вот представляете, на протяжении хотя бы даже 6-7 тысяч лет все, что было наработано нашими предками, собрано в культурном, материальном смысле. Вагонами артефакты вывозились отсюда после нашей высылки. Вагонами ценности, артефакты, утварь и так далее, и так далее. Это хотя бы с точки зрения тех, кто утверждает, что мы последние 7 тысяч здесь постоянно живем, а мы говорим о сотнях тысяч лет. Вот представляете, за 7 тысяч лет то, что наши предки с вами насобирали в одном месте, никуда не переезжали, не мигрировали. Вот все, что было в этих башнях, склепах, храмах, в этих хранилищах, тайных, явных и так далее. Вагонами вывозились артефакты. А то, что сжигали, уничтожили, это одно. А то, что они считали ценным, они вывозили. И потом эти храмовые, эти башенные наши комплексы, это только зубчики, оставшиеся от них. Да. Вот есть снимки с космоса этих башенных комплексов, где сейчас остатки этих башни остались, они насчитывали по 50-60 строений разного типа башен. Это были комплексы, мини-города. И представляете, вот Беслан однажды сказал очень красивую фразу, что средневековые, ранние средневековые, доантичные небоскребы стояли, ну вот как грибы в горах Ингушетии, и каждый из этих комплексов насчитывал по 50-60 строений, башенных, храмов, жилых и так далее, и так далее. И это сейчас подтверждается со снимков, когда сверху снимают, смотрят вот эти остатки проекции фундаментов. Оказывается, мы имеем сегодня какой-то 0,000 какую-то загогулину от того наследия, которое еще существовало реально в 40-х годах, в момент, когда нас высылали. Это все тотально уничтожалось вместе с нами. Сколько наших служителей, наших ценностей уничтожено было, ценных, овляж и так далее, и не только религиозных. А сколько манна, эмхой, эбрикиш, эпсериш и так далее, не считая всех этих ценностей материального свойства. То есть нас подвели к тотальному уничтожению только по одной причине, что наша с вами культура лежит в основе зарождения цивилизации на земле. Не из-за куска земли, которым мы обладаем, а вот из-за этой ценности. Вот это и по сегодняшний день, уверяю я вас, как ученый, который объездил полмира, и Америку, и Европу, очень крупные центры научные, исследовательские, где изучают сегодня нашу культуру. Вышел ингушско-английский словарь, профессор Джоханна Николс, работала 20 с лишним лет. В Англии в 2005 году вышло 10 тысяч слов, терминов, переведенных на английский язык. 500 фунтов стерлингов стоит одна книга. У нас в республике всего 4 было. Понимаете? 20 с лишним лет ведущий университет штатов в Беркли, кафедра восточноевропейских славянских языков, под руководством профессора Джоханна Николс занимались изучением кавказско-иберийских, они начали с грузинских, разные языки посмотрели, пришли к чеченскому, а потом перешли на ингушский. На ингушском остановились, как на языке, который в большей степени сохранил ценности древности и прошлого. Мир загнал себя в интеллектуальный тупик. Мы потеряли ценности древности. И вот эта косность, вот это отсутствие этой пищи привело людей в эти узкие рамки. Наука меньше знает того, чем обладает мир в неизвестном. Поэтому те центры, которые сегодня и предлагают эту защиту, они занимаются поиском неизвестного. Понимаете? Пытаются вытащить на поверхность еще остатки того
сакрального, ценного, древнего, с чем не смогли справиться и правители, и империи, и религии, и так далее, и так далее. Посмотрите, чем занималась инквизиция. Да? Сколько библиотек пожгли, сколько храмов уничтожили с появлением, зарождением христианства, допустим, да, когда что сделали первые христиане? Они уничтожили Александрийскую библиотеку. И в последующие времена чем занимались нацисты или большевики? Уничтожали все. Вот правильно Аслан сказал, сколько после нашей высылки горело здесь костров со свитками и с древними сакральными рукописями. Мы сегодня не знаем. Очень много вещей, которые нам нужно сесть и вернуть. Вот мы сделали словарь модернизированный ингушско-русский. 83 тысячи терминов. А вы знаете, чего нам этого стоило? И скандалов, и проблем, и угроз, и чего только не было, помимо тех денег и усилий, которые мы вложили в это. 83 тысячи для нашей лексики, для нашего языка. Что это такое? Когда наш язык обладает тысячами, сотнями тысяч слов. Обладал, да. Мы их утратили, мы даже эти 83 тысячи сегодня не используем. Может быть 5-10 в лучшем случае. Поэтому все идет к деградации, к утрате этих значений и смыслов. Сейчас, когда мы еще можем что-то вернуть, и нам это открывается, мы невероятными усилиями должны это вернуть. Потому что это еще 1, 2, 3 поколения, которые еще сегодня стоят на этой полустарой почве, полустарой. А это люди уходящего начала. Их не будет и все. Нам, грядущим поколениям, изучать нечего будет. Нас в эту яму и толкают, что у вас нету прошлого, у вас нету истории, у вас нету культуры, у вас нет. Как же нет, если мы сегодня по 20-30 своих предков можем назвать? Как же нет? Назовите любой страны, где могли бы назвать, я знаю, у меня записано, вернее, около 20 своих предков.